Кыргыздын границасына көчөттө эгип атат. Жолдун боюна тажиктар уже чыгып келип жатат. На границе снова неспокойно. В селах Аксай и Кокташ Баткенской области таджикская сторона приступила к высадке деревьев на 40 гектарах неустановленной земли. Вооруженные пограничники пришли охранять ущелья и горы со стороны Аксай. Фермеры соседнего государства начали обрабатывать землю. Пусть они там побыстрее все заканчивают. Пусть усилят армию, вооруженные силы и обеспечат техникой. Тем временем сегодня около 50 человек собрались перед домом правительства в Бишкеке, чтобы выразить свое недовольство. Приграничные вопросы в Кыргызстане Кабмин должен решить немедленно, заявили митингующие. В большинстве своем собрались на акцию жители Баткенского района, Баткена и Алабукинского района Джалабада. Прибыли военные с Узбекистана, а у нас никого нет среди военных. Доходит до того, что с автоматами даже стрелять собираются. Ни одного гражданина Узбекистана, одни военные. А у нас только обычный народ. Почему они переходят к нам на границу? Это непонятно. Кстати, и вчера в Баткенской области прошел митинг с участием жителей 3 районов. Протестующие направили письмо президенту Садыру Джапарову, в котором говорится, что баткенцы всегда будут чувствовать себя пасынками. По его словам, пока ни одно правительство не обратило внимания на неурегулированный приграничный конфликт. Лидером является Садыр Джапаров. Каждый теперь может топтать нашу землю. Наш президент занят другими делами. Он не дает никакую реакцию. Всего 2 задачи было. Это конфликт на границе. Второе – это решение кадровой политики. Никакие действия для решения этих задач пока не предпринимаются. Они также выразили недовольство тем, что узбекская сторона проложила линию электропередач в неустановленном месте на кыргызско-узбекском участке в районе Кошболот, Коксерекского сельского округа Алабукинского района. Масштабы пастбищ сокращаются. Известно, что сегодня жители Узбекистана пытаются занять Коксерекский район Алабукинского района. После акции представители правительства провели экстренное собрание и распространили информацию о ситуации на границе. Представители Госпогранслужбы заявили, что проблема не будет решена в одностороннем порядке, а спорные участки вдоль границы будут решены после переговоров с представителями соседних стран, и призвали людей не паниковать. Пограничники будут служить на спорном участке, будут вести свою работу. Первые наши указания мы дали задание обеспечить порядок, чтобы граждане соседнего государства не переходили границы. 10 февраля на кыргызско-таджикской границе на сайте Министерства иностранных дел Таджикистана было размещено заявление. Внешнеполитическое ведомство соседнего государства призвало киргизскую сторону проявлять осторожность при заявлениях по пограничным вопросам, отметив, что неточная информация может дестабилизировать ситуацию на границе. Айджан Аманова, Гульчарок Азымкулов, Нью ТВ.